Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной поклон всем тем, кто делает донаты моему каналу. Мои дорогие, каждый день прошу за вас высшие силы, чтобы вам послали в 1000, миллион раз больше, чем вы помогаете мне и моему каналу. Еще раз земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Вам письмо от вашего ангела-хранителя. Какие хорошие вести он спешит рассказать вам о вашем будущем? Пожалуйста, если вы готовы, настройтесь на мое гадание. Подумайте о своей жизни, о планах, мечтах, надеждах. Подумайте о своем ангеле-хранителе. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какие хорошие вести и новости о моем будущем мне поведает мой ангел-хранитель? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, какие вести, хорошие новости от вашего ангела-хранителя вам в письме. Так, ну что, во-первых, ваш ангел-хранитель говорит вам, что вас очень сильно любит, что вы для него самое важное и самое лучшее. И вы самая прекрасная и замечательная женщина, мужчина. И ваш ангел-хранитель призывает вас в этом никогда не сомневаться, никогда себя не оговаривать, никогда себя не ругать, никогда не наговаривать на себя, на свою душу, на свою суть и на свою жизнь. Знаете, он говорит, что вы часто очень сильно себя ругаете и часто вы находитесь в каких-то деструктивных энергиях, деструктивных мыслях и очень болезненно воспринимаете ситуации, когда вы, например, ничего не могли бы сделать, да, но вы все равно вините себя, что нет, это все-таки я виновата, надо было там стараться лучше, делать что-то, там активничать. Знаете, вот притягиваете вы таким образом к себе деструктивную энергию. Ангел-хранитель из-за этого очень сильно переживает. Также ангел-хранитель переживает за то, что вы уж слишком открытый человек, открытый, милосердный, добрый. Ваша душа, она открыта каждому, и очень часто вы сталкиваетесь с такой ситуацией, когда вам душу просто плюют, да, вытирают ноги. А вы терпите, и вы неправильно трактуете слово милосердие, да, и доброта. Не позволяйте никому себя обижать, не позволяйте. И будьте немножечко более человеком, который себя любит. Да? Вот вы любите других людей, полюбите свою душу, вы любите там окружение свое, полюбите свое сердце, вы любите там мужчину, полюбите свое тело. То есть, понимаете, любите также и себя, потому что это все вам дал Всевышний, понимаете, вас создал Всевышний. А вы иногда себя ругаете, да, не нравятся вам ваши лишние килограммы, вы начинаете говорить, вот, я там толстая, 5-е, 10-е, да, негативите в сторону себя. Это нужно убирать, потому что все эти негативные мысли, они привлекают деструктив в вашу жизнь. Ангел-хранитель очень сильно из-за этого переживает. Так, еще ангел-хранитель ваш говорит, что в вашем окружении есть люди, которые вам вредят. Кто-то вам вредит своими помыслами. Да, человек пытается с вами делиться своими мыслями, его мысли грязные, черные, и вам постоянно вот какой-то негатив в уши льется. Ангел-хранитель говорит, что не нужно вам эту информацию, не нужно вам это все слушать. И тому человеку, который это делает, вот кто-то жалуется все время, жалуется на жизнь. Знаете, вот человек негативит на всех. Вот ему там и государство не то, и политика не та, и деньги какие-то не такие, и соседи какие-то ублюдки, и 5-е, 10-е. Да, вот человек такой вот в вашем окружении есть. И вроде вам жалко этого человека, но тем не менее постоянно вы как будто бы в такой информационной бомбе, да, находитесь грязной. Нужно либо этого человека сдерживать, да, либо стараться поменьше общаться, потому что этот человек очень деструктивный. У этого человека, скорее всего, есть какой-то, либо
проклятие, либо порча, что-то на нем черное висит. И это черное его делает жизнь невыносимой и сложной, да, и в то же время он как острая игла, которая ядом, токсичная, колет других людей. Понимаете, вы подпитываетесь от этого человека очень большим негативом, и это нужно убирать. Так, теперь о хорошем. О хорошем. Ваш ангел-хранитель говорит так, что ваши проблемы в течение этого года закончатся. Все ваши неприятности, лишения, по болезням, да, вот, по самочувствию, по здоровью, по финансам, по взаимоотношениям, ваши проблемы заканчиваются. Этот год для вас судный идет. То есть вас уже осудили, вы свое наказание уже отбываете, и в этом году оно заканчивается. Когда закончится наказание, здесь нет четкого указания, потому что много людей смотрят это гадание, но знаете, что в этом году точно, вот до конца года вы выйдете просто на новый уровень, новый виток, новая эпоха, эра вашей жизни начнется. Наказание у вас было, у кого-то было сильнее, у кого-то слабее, но тем не менее вы несли какую-то кару на себе, и эта кара могла быть не только ваша, но и кара вашего рода. Да, вы могли искупать проблемы, родовые какие-то, чистить каналы, все это могло быть. Понимаете, гадание общее, тут понять невозможно, за что вас наказывали, за что вас казнили. То есть, да, тот момент был. Здесь я одно могу сказать, что ангел-хранитель, когда об этом говорит, он плачет, потому что вы прошли какую-то жесткую школу жизни, много испытаний выпало на вашу судьбу, на вашу долю, и неважно, сколько вам лет, все равно на жизнь одного человека это уж слишком много, да, как по-английски говорят too much. И вот у вас то же самое было. Но вы выстояли, вы как словно оловянный солдатик, вас практически невозможно сломать. И вот ангел-хранитель говорит, что вы, конечно, молодец. И ваша душа, она не утратила свою первозданную белизну и чистоту, но немножечко стала тусклой, потому что вы разочаровались в жизни, вы разочаровались даже не столько в жизни, сколько в себе. Почему-то у вас больше всего идет разочарование именно по себе. Может быть, кстати, был кто-то в вашей жизни, кто вас накручивал на эту тему, да, кто вас ломал, причем ломал об ногу, но не удалось этому человеку сломать. Надрывы есть, но переломов нет. Вы выстояли, вы сильная. Знаете, ангел-хранитель говорит, что вы в себе неожиданно откроете такую возможность, способность быть, знаете, такой гибкой кошечкой. Это все у вас есть, это дремает. Это то, что помогло вам выстоять и не сломаться. Но вы до сих пор еще это не приняли. Я вижу, что вы примете, и то, что вы будете очень активно этим пользоваться. У вас звезды над головой зажгутся, в прямом смысле слова. Я не знаю, кто-то, может, действительно станет очень популярным человеком. И таким, знаете, прям селебрити, люди будут к вам стремиться, желание будет с вами пообщаться, познакомиться, может быть, какие-то у вас, не знаю, там пройти, может быть, обучение, может быть, получить от вас какую-то консультацию, что-то вот до вас дотронуться даже, да, вот такие моменты происходят. Я вижу, что вы очень сильным человеком станете. Вы видите вот здесь, в центре, да, вы человек, который пытается встать на ноги, и который вот, как, знаете, как вот боксер, да, победитель, вот так вот вверх руки вы задрали, да, кулаки, что вот я сильная, вы это покажете людям. Ангел-хранитель говорит, что ваша слава, она у вас впереди. Это именно слава. У вас здесь очень хорошие идут знаки. Здесь знаки отличия, знаки какого-то, не знаю, достижения, продвижения. У вас очень длинные ноги. Вы будете очень много путешествовать, либо в каких-то поездках вы будете. Поездках, которые будут приносить вам много удовольствия, много радости и наполнять вас, понимаете, наполнять вас позитивом. Мало того, я вижу, что вы путешествуете не в одиночку. С вами всегда кто-то рядом, с вами есть компаньон. Это может быть человек, который разделяет все ваши мысли, помыслы, а может быть человек, который с вами в паре, в отношениях, любимый человек, который с вами, как говорится, и в огонь, и в воду пойдет. То есть такой момент есть. Я вижу здесь соединение двух людей. Опять же таки, либо это отношения партнерские, то есть это ваш партнер по бизнесу, либо очень хороший друг, либо ваш, там, например, не знаю, учитель, ученик, либо любимый человек. У вас именно идет соединение вот на равных условиях, на равных правах. Но
вы как бы главный человек, и все это понимают, но это как бы, ну, не афишируется, да, вот такой момент происходит. Вы наделены каким-то, не знаю, талантом, способностью, возможностью. Вам нужно себя раскрывать, вам нужно не бояться показывать себя окружающим, это очень важно. Вы сейчас как будто бы сидите в какой-то шкарлупочке, да, в каком-то, я не знаю, коконе, и практически невозможно вас оттуда там выдернуть, вывести, вытянуть. Вы боитесь как будто бы выступать, да, вступать, вернее, в жизнь. Вы боитесь идти вперед. Понимаете, вас настолько жизнь уже била, что вы считаете, что все, там впереди ничего хорошего нет. А ангел-хранитель говорит: нет, твоя жизнь, она только начинается. Вот год, этот сложный год пройдет, для вас вот этот год, он уже не такой сложный, как предыдущий, потому что ваши испытания, ваши наказания уже заканчиваются. То есть буквально, да, совсем чуть-чуть осталось времени, и все, и жизнь будет обновляться. Пойдет лишь счастье, пойдет лишь удовольствие. И, кстати, по здоровью, смотрите, ангел-хранитель говорит о том, что у вас полный какой-то отток и застой энергии происходит. Да? То, что у вас есть, оно, как скажем так, в землю уходит. Да? Ну, у вас тут могут и из вас тянуть, и все что угодно может происходить. То есть у вас энергия какая-то, она неактивная. У вас перекрыт канал, через который вы получаете. При этом с вас постоянно периодически отсасывают, плюс вы еще и не пользуетесь своей энергетикой. Она у вас, как бы, знаете, как перебродила. Вот такой момент тоже может быть. Из-за этого могут быть ухудшения по самочувствию. Вообще такое, знаете, какое-то состояние апатии, нежелание ничего делать, нежелание активничать. Ангел-хранитель говорит, что нужно быть более в этом плане открытой. Ваша энергия, она находится в природе. Вы черпаете энергию из природы. Вода, природа, лес. Почаще выходите из дома. И да просто, если нет у вас возможности, вы живете в большом городе, просто выйдите на улицу, прикоснитесь к любому там встречному дереву и попросите это дерево наполнить вас энергией. Попросите его вас полечить, попросите его вас наполнить именно какими-то знаниями, мудростью, поделиться с вами, да, знаниями, мудростью. Вы будете чувствовать, что деревья вам отвечают. А вообще в идеале вам, конечно же, нужно выбираться за город, там, где природа, там, где вы можете побыть наедине с природой. Очень хорошо, вода вам подходит. То есть здесь нужно себя раскрывать, потому что канал уже у вас перекрыт. Перекрыт уже давно, может уже даже несколько лет. То есть вот перекрыл вам, кстати, его человек. Человек, который над вами очень сильно издевался, очень сильно вас там обижал, оскорблял. И, этот человек все время бил в это место, бил. И вы сами, скажем так, немножечко подзакрылись, чтобы вам не было так больно и не было так обидно. Вот этот момент читается. Так, также ваш ангел-хранитель говорит о том, что у вас идет приобретение очень крупное. То есть, я не знаю, то есть, если мечтали о доме, то вы приобретете. Если мечтали о автомобиле, то же самое, да. Либо вот, может, какую-то мебель хорошую, красивую купите. То есть, исполнение мечты через приобретение, это к вам идет. Это будет неожиданно, приятно и прекрасно. Вот такой момент происходит. Также я вижу вот людей, которые рядом с вами, люди, которые на тот момент какой-то, да, вот эти люди, они с вами то ли боролись, то ли они как-то вам противостояли, и они вас признают своей госпожой, не знаю, там, лидером. То есть люди сначала с вами борются, потом преклоняют как будто бы колени, как будто бы вам кланяются, говорят: спасибо, как замечательно, что ты есть в нашей жизни, за то, что ты нам там помогаешь и не бросаешь, да, вот какой-то момент примирения, что ли. Примирение, причем вы выходите победителем, и вас ждет признание, очень большое признание. Такой момент. Знаете, ваш ангел, он очень много за вас переживает. И знаете, я на этом песке вижу, что вас ангел от каких-то очень больших бед спасал, отводил. И вы иногда ловили себя на мысли о том, что, может быть, я там в рубашке родилась, либо родился. Я, знаете, что здесь вижу? Что вы не часто благодарите своего ангела. И
вы должны понимать одну такую вещь. Чем чаще вы благодарите своего ангела, тем он имеет больше сил, больше энергии, и он больших размеров, да, он растет. Но если вы о нем забываете, если вы считаете, что так и должно быть, что это должное, мне не нужно его там не звать, не благодарить, то он теряет энергетику, он становится все меньше, 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 у него возможности вам помогать. Пожалуйста, не забывайте благодарить и по возможности говорите, насколько вы ему благодарны и насколько сильно он вам нужен, насколько сильно вы его любите. И все у вас будет замечательно. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.